Здравствуйте, с вами «Акцент». С 3 июня Якутия перешла с аналогового на цифровое вещание. Сегодня в студии программы «Акцент» заместитель министра инноваций Чукур Николаевич Гаврилев. Чукур Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Прошло уже несколько дней со дня перехода с аналогового на цифровое. Сегодня уже можно подвести первые итоги. Как прошел переход, оправдались ли ожидания и как восприняли люди? Переход к цифровому телевидению прошел очень плавно. Можно сказать, даже такого водораздела не существовало, потому что в 2018 году уже у нас было установлено 211 приемо-передающих станций, которые охватывают 95% населения, и в хорошем качестве, цифровом качестве 20 каналов доступны нашему большинству населения. Мы провели большую подготовительную работу, разъяснительную работу с помощью ваших коллег, в том числе Сахамедиа, в печатных изданиях. Мы рассказывали о том, что как надо будет перейти к цифровому телевидению. Дело в том, что переход это осуществлялся у нас, как Якутия входит в третий этап. К сожалению, несколько субъектов, которых посчитали уже не готовыми, их перенесли уже на октябрь. То есть в октябре это у них будет такое отключение аналогового вещания. Вот уже неделю, как у нас отключено аналоговое вещание. И у нас работает в ежедневном режиме штаб. Каждый день мы проводим конференции с муниципальными районами и узнаем, как обстоят дела с переходом на цифровое вещание. Ну, ажиотажа как такового в связи с покупкой приставок у нас в магазинах или в почтовых отделениях как такового не было. Люди не выстраивались в очереди. Ну, несомненно, в период отключения аналогового вещания у нас заработал работал телефон, единый номер. Вы тоже можете позвонить по этому номеру. Я сейчас скажу это в прямом эфире. 8 800 350 14. 8 800 350 14 14. И те люди, у которых еще какие-то вопросы остались по подключению к цифре, можете позвонить по этому телефону, наши операторы вам помогут. И в виде консультаций или волонтеры могут подойти, подключить к цифровому телевидению. Ну, надо сказать, что подключение к цифровому телевидению это очень простое дело. Это как подключать видеомагнитофоны или там DVD-плееры к телевизору. Поэтому, если у вас какой-то молодой человек есть, то племянник, внук или сын, то в принципе они могут подключить. Угу. Касаясь людей, которые проживают в зоне вещания цифрового телевидения, не столкнулись ли они со сложностями и есть ли какие-то нюансы? Когда мы анализируем звонки, поступающие в единый номер, про который я говорил, в основном проблемы не только с подключением к приемнику, скажем, приставки, да, а имеется в виду именно по антенне. Да? То есть, когда люди приходят в магазин, берут именно дециметровую антенну, надо сказать, что они должны просить дециметровую антенну. Вот они бывают нескольких видов, да, наружная, комнатная антенна. Надо сказать, что еще есть антенны с усилителем. То необходимо, конечно, консультироваться. И, например, если вы живете, скажем, в пределах города, то, в принципе, комнатная антенна может поймать сигнал. Но тем дальше, то уже надо будет устанавливать антенну, где на даче и так далее, уже повыше. Чем выше, и она должна быть направлена в сторону нашей башни, которая, кстати, окрашивается очень красивым цветом. И усилитель, например, вблизи нашей станции, городской башни, да, он уже не поможет, а наоборот будет мешать приему сигнала. А тем дальше, например, 30 километров это уже устойчивый сигнал, в принципе, можно будет с усилителем ловить. И надо тут отметить, что когда по звонкам я говорил, что например, звонки были, да, какие проблемы были. Есть очень старые телевизоры, у которых даже нет тюльпанов как таковых, да. Советские, скажем, телевизоры, они, кажется, очень долго служат. И, например, необходимо купить для этого специально переходник, чтобы тюльпаны подключали дальше к телевизору. И, например, даже у нас был такой случай, когда звонили в черте города, рядом с телебашней,
не проходит сигнал именно первого мультиплекса, например. Там, скорее всего, если существует какой-то экран, ну, какое-то здание, которое мешает вот получению этого сигнала, и пришлось вот этому человеку все-таки для того, чтобы ловить вот именно этому человеку, расположение квартиры, видимо, дома тому способствует, чтобы поставить наружную антенну, чтобы ловить вот эти сигналы. То есть каждый случай у нас оригинальный, но большинство, конечно, решаемые, большинство устанавливает антенну и сразу переходит. В том числе я, например, на даче у меня уже давно, уже второй год, ну, первый год, получается, в прошлом году мы приобрели приставку, работает 20 каналов, с помощью домашней антенны я ловлю. Есть действительно индивидуальные случаи, когда вот где-то что-то расположено, какие-то помехи могут быть, и сама цифровая, можно даже получать сигнал отраженный сигнал. Например, есть населенные пункты, где антенну отворачивают не на приемную станцию, а наоборот в сопку, чтобы оттуда получать качественный отраженный сигнал. Но это только единичные случаи, то есть каждый случай может быть отдельный. Чукур Николаевич, давайте подробнее поговорим про приставки, где их можно приобрести, хватит ли их в магазинах и какова их стоимость? Ну, стоимость от 990 рублей. Благодаря проведенной заранее работе с нашими операторами и с нашими предпринимателями в магазинах у нас количество такое имеется, особенно в городе Якутске, например, в М-Видео. Я видел, есть такая вот полка, где лежат эти приставки. Стоимость 990 рублей, но зато оно уже может быть выше, да. Почему может быть выше? Ну, в принципе, там дополнительные опции появляются. Например, можно будет через приставку смотреть USB, через USB можно смотреть какие-то фильмы. Ну, вот это все колеблется до 1500 рублей может доходить. Приставки у нас, кроме вот магазинов, есть в почте, это особенно в районных центрах, в населенных пунктах, где вот мало людей, да, они через почту, в принципе, могут сразу решить вопрос, даже заказать туда, прийти в почту или спросить, там имеется ли в наличии. Мы оперативно, как я сказал, в штабе смотрим, где какие приставки могут заканчиваться или потребность высокая, и сразу решаем вопрос, например, вот, направляем там 20 штук, 10 штук в населенные пункты или в те районы, где приставок не хватает. На сегодня надо сказать, что приставки есть, людям не надо беспокоиться о приставках. Еще раз повторюсь, что надо купить, кроме приставки, еще дециметровые антенны. Ну, дециметровые антенны продаются в любых магазинах, там, где телевизоры продаются. Например, Мир антенн. Там, в принципе, есть разнообразие антенн и комнатных, и наружных, и разных, да. Поэтому, вот такого ажиотажа, я, как говорил, повторюсь, в магазинах не было. Есть определенные места, где можно купить, прийти приставку. Как организована помощь волонтеров? Ну, у нас есть количество волонтеров, около 500 человек было. В связи с тем, что у нас, ну, как бы увеличились количество звонков, увеличили, еще 100 человек добавили в городе Якутске. И эти волонтеры настраивают как раз вот приставки. Оператор принимает звонок, пишет адрес, телефон, затем в течение дня или последующего, или когда удобно будет человеку находиться дома или на даче, вот, подъезжает наш волонтер. В основном это студенты и люди, которые вот, ну, как бы желают помочь этим людям. В других населенных пунктах, скажем, этим занимаются у нас, конечно, главы, ответственны за главы населенных пунктов. И есть такие лидеры молодежных организаций. Ну, человек, который работает с молодежью. Да? Вот этот человек, в принципе, он эти вопросы тоже решает. И надо сказать, что вот по волонтерам их надо поблагодарить действительно за то, что они вот работают, помогают нам. Да? И даже вот скажу, что работники министерства наши, например, помогаем волонтерам, или можно сказать, что ну, некоторые адреса просто берем, общаемся с населением, с пенсионерами. Они, кстати, очень радуются, что вот, например, заместитель министра, например, Гришаев Николай Викторович там подключает цифровой вот передатчик и так далее, ну, приставку. И вот такое вот проходит как бы повсеместно. Я еще раз повторюсь, что подключение приставки такое простенькое дело. Люди могут подключиться,
позвав, например, своего племянника, внука или старшеклассника. В принципе, они могут это сделать. И настройку произвести надо. Чукур Николаевич, давайте обратимся к цифрам. Есть ли данные по количеству людей, подключенных к спутниковому телевидению в селах, не подпадающих в зону вещания телевидения? Напомню, их всего более 50 тысяч. Что делается для того, чтобы обеспечить всех желающих спутниковым оборудованием? Ну, загодя до перехода на цифру, до 3 июня, все главы наследников районов по нашим письмам, рекомендациям провели домовые обходы. Мы узнали тех людей, те домохозяйства, у которых действительно нет антенн. Да? Всего в этих населенных пунктах 5% населения, вы сказали 50 с лишним тысяч, да? 18 тысяч домохозяйств не охвачены цифровым телевещанием. Но благодаря нашей работе, проделанной в прошлом году, эти люди, в принципе, могут и должны купить спутниковые антенны. Или если у них есть спутниковые антенны, они уже бесплатно могут смотреть 20 и даже 40 каналов, в зависимости от спутникового оператора, в тех населенных пунктах, где нет цифрового телевидения. То есть, например, как вы знаете, большинство жителей нашей республики, они подключены к телекарте, Орион Экспресс называемый, да. И эти люди звонят в единый номер телекарты, говорят, что да, я подключен, я живу в этом населенном пункте, где нет цифрового телевидения. Список населенных пунктов вывешен у нас на сайте. И уже 20 каналов, или 40 каналов даже при телекарте, они могут смотреть бесплатно. Надо сказать, что как раз если брать телекарту, то там можно смотреть республиканские каналы. Это выгодно, а НВК Саха-Якутия 24 тоже доступно бесплатно для этих зрителей. Как я сказал, 18 тысяч домохозяйств, если там есть. При общедомовых обходах, которые проделали загодя наши главы муниципальных районов, выяснилось, что около 1000 остаются без цифрового, без спутникового телевидения. Да? И сейчас в течение 2 месяцев, учитывая наше расстояние, доставку, эти люди с помощью глав и сами могут обеспечить себе приобретение спутникового оборудования и уже смотреть эти 40 и более каналов, 20 каналов. Тут, несомненно, нам помогают наши операторы, например, ГУП «Технический центр телевидения» тоже будет нам в этом помогать. Они вызвались на это доброе дело и, конечно, главы населенных пунктов. То есть это всего, еще раз повторюсь, 1000 домохозяйств. В течение 2 месяцев, я думаю, до июля-августа месяца мы эти вопросы решим. И все 95, если прибавить туда еще 5%, 100% населения, почти 100%, будут уже иметь в виду смотреть бесплатно 20 каналов. А те люди, которые проживают вне зоны цифры со спутником, уже могут смотреть 40 каналов, если они подключены к телекарте. Чукур Николаевич, давайте подробнее о республиканских телеканалах. Их сейчас нет в цифровом вещании, они остались в аналоговом. Министерство инноваций совместно с НВК Саха проводит работу по освоению новых средств вещания. То есть не только должны быть в эфире. НВК Саха сейчас вещает в аналоге, мы отключения не производим. То есть человек, который, например, на кухне поставит свой телевизор специально, чтобы ловить НВК Саха, только НВК Саха, он, конечно, может там и смотреть, а, например, в комнате 20 каналов уже можно будет смотреть, да, в спальне там и так далее. То есть отключение НВК Саха от аналога, во-первых, не происходит, люди не должны беспокоиться. Во-вторых, НВК Саха, как я сказал, и есть в спутнике, и тех населенных пунктов, где 5%, они там уже бесплатно даже смотрят. НВК Саха еще работает у нас в IPTV, в кабельном телевидении. Как вы знаете, что оптоволокном почти сейчас охвачено вещание, 80% населения уже имеет доступ к оптоволоконной сети. И посредством Ростелеком, посредством якутской, например, ТТК, они могут смотреть кабельные каналы, могут смотреть IP-телевидение, в котором тоже региональные каналы существуют. Надо сказать, что НВК Саха продвигается вперед и даже в интернете. Сейчас в Яндекс.Эфире в Республике Саха-Якутия можно смотреть наши каналы Якутия-24 и НВК Саха. И недавно генеральный директор НВК Саха Олег Марков уже написал в своем фейсбуке, что есть такое Пирс ТВ, тоже популярное
телевизионный сервис. Ну, как вы знаете, у кого смарт-телевизоры, это уже будущее. Большинство людей, наверное, будут сейчас переходить на смарт-телевидение, куда можно смотреть сериалы, подписываться на любимые фильмы и так далее. То уже НВК Саха доступен на этом Пирс ТВ. То есть часть людей тоже будет смотреть НВК Саха, например, на Пирс ТВ. Ну, конечно, мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас НВК Саха появился у нас еще в аналоге в городе Якутске. Соответствующее поручение от главы республики получили мы, НВК Саха и технический центр телевидения. Прорабатываем данный вопрос. И если получится, у нас в городе Якутске, кроме Якутии-24, еще появится канал НВК Саха на якутском языке. То есть можно будет по антенне, по аналогу, по эфиру поймать этот сигнал, и можно будет спокойно смотреть НВК Саха. Кроме, конечно, кабеля, IPTV и спутника. Можете озвучить условия, как и кто получит компенсации за спутниковое оборудование? Повторюсь, что вот населенных пунктов, которые остались без цифрового телевидения, это 5% населения, где проживает, они уже подходят в управление социальной защиты или своим главам обращаются населенных пунктов. И тут какая категория людей будет обеспечена вот, компенсацией, да? Во-первых, это малообеспеченные люди, которые состоят в реестре муниципальном реестре, что они малообеспечены, им всегда оказывается какая-то помощь, государственная помощь. Это инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, и они должны предоставить, конечно, документ, удостоверяющий, что вот он такой-то, такой-то, проживает в таком-то населенном пункте. Ну, справку о доходах, несомненно, да, чтобы государство оказывает помощь только тем, у кого нет возможности, скажем, купить там спутниковую антенну. И справку о том, что он состоит на учете вот, по инвалидности. Да. Это мы обеспечиваем оплату именно не только приобретения спутникового оборудования, но и доставку. Поэтому в постановлении, которое у нас правительство вышло 23 мая, мы разбили, скажем, потолок, установили потолок, который может быть оказан вот этим людям. Да? Например, 10 500 рублей можем оказать помощь и доставка, и оборудование для тех жителей, например, скажем, севера живущих. Да? А близлежащие районы, скажем, Заречье и так далее, тут уже больше 9 тысяч оказывается помощь, потому что тут близко. И надо подчеркнуть, что оказывается помощь по заявлению. То есть, если человек не написал заявление, помощь не будет оказываться. Заявление должны написать до 1 декабря 2019 этого года. И оборудование должно быть приобретено уже с 1 января этого года. То есть, по факту, получается, человек показывает счет, который приобретен, а расходы на доставку тоже чеки показывает, и все это по факту компенсируется. Таким образом, мы действительно думаем, что государство все-таки оказывает большую помощь для тех населений, которые остались именно без цифрового телевидения. А те люди, которые сейчас в городе Якутске, где вот ловит сигнал, они в принципе за 900 рублей, 990 рублей могут, плюс антенна, конечно, да, могут это вопросы решить. Поэтому помощь оказывается именно тем категориям, которые действительно нуждаются в этой помощи, в виде уже компенсации за приобретенное оборудование. Чукур Николаевич, спасибо вам за интересную беседу. С вами был «Акцент». До новых встреч!